Здравствуйте, уважаемые родители, студенты. Мы рады приветствовать вас на нашей онлайн-встрече. Сегодня речь пойдет о формате обучения, об особенностях организации учебного процесса в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций. Меня зовут Юлиана Александровна Новоселова. Я являюсь заместителем директора по учебной работе по очной форме обучения Института филологического образования и межкультурных коммуникаций. Также сегодня на встрече присутствует заместитель по воспитательной работе, это Илюса Ильдусовна Акопян. Наша сегодняшняя беседа будет разделена на два блока. Это организация учебного процесса и вопросы, касающиеся социальной сферы. Это заселение в общежитие и мероприятия вуза. Хотелось бы сказать, что завершается основной период дистанционного обучения в Акмолинском университете. И было принято решение, которое также было освещено на сайте вуза, о графике выхода на занятия студентов в присутственном формате. Это значит, что у нас появляются две важные даты. 8 февраля, когда на учебу в присутственном формате выходит второй курс бакалавриата и первый курс магистратуры. Это такие группы, как МЛТППД, МПОСТИ, МПОСФП первый курс и второй курс иностранное отделение по ИЯФ. Второй курс родной язык, литература, татарский язык и профиль по выбору. Второй курс иностранный английский язык и русский язык как иностранный. Второй курс русский язык, литература и второй курс лингвистика. Сразу же хотелось бы сказать, что формат обучения для магистратуры первого курса у нас второсменный, начало занятий 16:00, и для второго курса тоже второсменный формат обучения согласно графику загрузки аудитории. Это с 14:00 либо с 12:20:00. Далее хотелось бы сказать, что с 15 февраля, это вторая важная дата, у нас начинается обучение первого курса бакалавриата и выпускных курсов. Для ИФОМКа это второй курс магистратуры, пятый курс направление педагогическое образование и четвертый курс направление лингвистика. Значит, обучение здесь в зависимости от группы магистратура второсменная 16:00 и выпускные курсы это первая смена, первый и второй профиль. Далее четвертый курс лингвистика, также первая смена. Расписание занятий у нас еженедельно актуальные, высылаются на почту групп, всегда они там дублируются и также размещаются на сайте вуза. Расписание с аудиториями можно будет увидеть на сайте, также они будут продублированы на почту групп. Формат обучения будет построен таким образом, что за каждой группой закрепляется аудитория в зависимости от количества студентов, в ней проходит обучение. Первая смена начинается с 8 утра, и дальше уже она строится по графику в зависимости от количества пар. Преподаватели в возрасте 65 лет плюс продолжают вести свои занятия с применением дистанционных технологий на платформе LMS. Также хотелось бы отметить, что обучение будет проходить в корпусе с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Будет введен, вернее, продолжается масочный режим, все группы будут обеспечены масками. И также следует отметить, что вся необходимая информация всегда для всех старост и для всех групп будет дублироваться. Сейчас хотелось бы попросить Илюсу Ильдусовну осветить второй блок и далее перейти уже к обсуждению всех вопросов, которые вас заинтересуют. Здравствуйте, уважаемые студенты, уважаемые родители. Меня зовут Илюса Ильдусовна Акопян, я заместитель директора по воспитательной работе. Так, я хотела бы вас ознакомить с информацией о ближайших мероприятиях, так как студенты очень много вопросов задают по этой теме. Итак, с 1 марта у нас возобновляются работы спортивной секции и коллективов. В настоящее время тренерский состав и руководители готовятся, точнее, к просмотру и к отбору желающих среди студентов для пополнения составов участников. В ближайшее время также планируются традиционные мероприятия, такие как спартакиада среди факультетов и институтов. И также наш вуз будет принимать участие в универсиаде, который проводит спортивный клуб «Буревестник».
БГПУ планирует участие команд по 11-12 видам спорта, такие как аэробика, гандбол, футбол, баскетбол, лапта, легкая атлетика, плавание и другие. Также студенты много вопросов задают про студенческую весну. Студенческая весна у нас будет проведена также традиционно в апреле, в марте месяцах. Сейчас определяется формат проведения, направление, как будут организованы финальные части, ну и другие организационные вопросы. Также хотелось бы ответить на вопрос студентов про материальную помощь. Нуждающийся студент очной формы обучения, бюджетной основы может получить материальную помощь от вуза по личному заявлению. Также к заявлению вы можете приложить копии документов, которые подтверждают нуждаемость, например, справка о составе семьи, если семья многодетная, неполная. Также документы о прохождении лечения, чеки. Можно подавать на матпомощь несколько раз, если для этого имеются разные основания. Коммерческие студенты уже по этому вопросу работают с правкомом студентов. Итак, по поводу графика заселения. Мы же высылали студентам информацию, что про график заселения и о том, что у нас заселение уже с 3 февраля началось. Второй курс заселился 3 февраля, 4 второй курс и первый курс магистратуры. Но если кто-то вдруг не успел в эти дни заселиться, то вы можете заселиться в любой другой день в рабочее время с 8:30 до 17:00 с другим курсом, с другой группой, с другим факультетом. Итак, что касается первого курса, то вы заселяетесь 10 февраля, также с 8:30 до 17:00. И 11 февраля у нас заселяются выпускные курсы, второй курс магистратура. Напоминаю вам, какие документы необходимы при заселении. Это договор найма жилого помещения, паспорт обязательно, результат флюорографии. Флюорография у нас действует 1 год. Фото 3×4, 4 штуки нужно будет. Это для студентов второго курса. Ордер. Образец можете в посте в группе Студгородка ВКонтакте взять. Заявление на койко-место. Это для студентов также второго курса. Также есть в группе официальной ВКонтакте студенческого городка. Но и чек об оплате за проживание за месяц. Если же вдруг вы документы оставили в комнате, вы можете подняться, забрать свои документы и уже приступить потом к заселению. Процедуру заселения нужно будет пройти обязательно, так как будет необходимо постановить на оплату, прохождение медосмотра, выдача постельного белья, подключение пропуска для входа в общежитие корпус. Собственно, это все. Если есть вопросы, задавайте. Также, если у вас возникает необходимость заказа справок о факте обучения, различных справок из пенсионного фонда, для пенсионного фонда, вернее, для этого необходимо оставить электронную заявку на почте ifomdirektorat@mail.ru для того, чтобы ее обработали специалисты, и затем уже данная справка была для вас подготовлена. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, курс, группу, и далее уже какой вид документа, какой вид справки вам необходимо будет получить. С вами свяжутся специалисты по готовности, вам отпишутся, предоставят либо скан документа, либо оригинал. Вот Но вопрос у нас от Евгении Макаровой. Если 11 февраля пары, и как заселяться? Вот в данном случае ответ такой. В первую очередь вы проходите процедуру заселения обязательно. Мы предупреждаем преподавателя о том, что у вас происходит эта процедура, и принимаем решение, каким образом дальше вам будут даны задания и как можно будет потом уже данную пару переместить. По поводу флюорографии, Илюса Ильдусовна, которую проходил первый курс в сентябре месяце. Напоминаю, флюорография действует 1 год. Если вы проходили в сентябре, значит, справка у вас действует. Все нормально. А сразу 2 вопроса можно объединить по поводу 4-го курса лингвистики, которым остался по графику учиться месяц. Здесь опасения родителей. И по поводу обращения 4-го курса. Смотрите, значит, да, было обращение, с ним работают, но пока на данную секунду мы ориентируемся на общий режим. Вот. Все решения по вашему обращению далее в частном порядке уже вам сообщат.
по именно 4-му курсу лингвистики и по 5-му курсу педобразования русский язык, литература. Это вот все обращения, которые поступали от группы у нас коллективно. Далее. Аттестаты по 1-му курсу. Будет специальная рассылка от секретаря, каким образом с данным вариантом, с данными оригиналами документов нужно будет работать, куда предоставлять, в каком порядке, в каком режиме. Этот вопрос у нас на контроле, мы его обязательно вам осветим и обработаем. Нужно им заняться для того, чтобы, во-первых, значит, полностью укомплектовать личное дело студента, ну и для того, чтобы знать, в каком виде оригинал документа предоставлен. Вот Лиана Сулейманова задает вопрос. Здравствуйте, если у 1-го курса уже есть постель и все остальное, то обязательно снова заселяться и заполнять все документы. Да, я уже сказала об этом. Процедуру заселения нужно проходить обязательно в связи с необходимостью постановки на оплату, прохождения медосмотра, выдачи постельного белья. Но если у вас есть, вы свое белье берете, подключение пропуска обязательно для входа в общежитие корпус. Процедура заселения, она обязательна для всех. Так, второй вопрос. А у 1-го курса остаются те же комнаты? Диана Гарифуллина. Дания Гарифуллина, извините. Да, у вас остаются те же комнаты. Если вы заселились и не расторгали договор, предупредили старосту, что вы приедете, то вы заселяетесь там же, тоже комнату, место за вами сохраняется. Вопрос по 4-му курсу лингвистики, ну вот опять повторяется. Значит, еще раз повторю, пока работают с обращением, да, и, значит, какое будет решение, все это будет озвучено. До момента принятия решения мы ориентируемся на общий режим, на общий порядок. Пока. Дальше Гульнара Кириленко. Здравствуйте. Общежитие было оплачено за 2 месяца наперед, ноябрь и декабрь. Обещали оплату перенести, спасибо. Да, совершенно верно. Оплату вам перенесут на данный месяц проживания. Если вы уже оплатили, то дирекция студгородка есть списки, у кого идет переплата, и вашу оплату перенесут на данный месяц проживания. По поводу итоговой аттестации вопрос 4-го курса лингвистики. Пока, значит, пока идем по формату защиты выпускной квалификационной работы. Этот формат сохраняется для всех выпускных курсов, поэтому вот ориентируемся мы на него. Заочное отделение по, значит, Институту филологического образования и межкультурных коммуникаций остается на дистанционном обучении, поскольку форма обучения у нас называется именно заочная. Не очно-заочная, а заочная. Поэтому занятия в ЛМС. Итак, про ордер вопрос. Ордер 1-м курсом заполнять заново или принести те заполненные, которые в сентябре делали. Если вы студент 1-го курса и вы уже заполняли ордер, то вы приносите то, что вы заполняли. Так, 5-й курс, русское отделение, вопрос. По поводу, опять же, итоговой аттестации, да, мы ориентируемся на формат защиты ВКР на данную секунду, на данный момент. По поводу того, что какие-то могут быть изменения, пока нет информации, поэтому ориентируемся на то, что есть. Так, следующий вопрос. Мила Кириленко. Здравствуйте, электронный пропуск у 1-го курса работать не будет, нужно новый делать. Если вы уже делали пропуск, то вам новый делать не нужно. Просто нужно будет его активировать во 2-м корпусе, также в 201-м кабинете. Следующий вопрос Азали Мухаметова. Подскажите, пожалуйста, за сколько месяцев нужно оплачивать общежитие? Но вы можете оплачивать и в месяц общежитие. Стоимость общежития у нас за месяц проживания есть в официальной группе студенческого городка ВКонтакте. На сайте также можете посмотреть. 1-й курс бакалавриата – это 1-я смена. Значит, 1-я пара с 8 утра начинается у нас. Обычно это 4-парный режим в день, 6-дневка. Так, следующий вопрос. Юлия Кулинина. Можно ли будет пройти флюорографию в студенческой поликлинике в день заселения? Да, можете пройти и в студенческой поликлинике. По поводу, значит, заявления детей, да, обращения, опять же вопрос. Смотрите, рассматривается той службой, в которую было оно направлено, поэтому мы ждем решения.
Так, следующий. Можно ли первому курсу из дальних районов заселиться 13-14 февраля, а не 10? Да, вы можете заселиться 13-14 февраля, но в рабочее время с 8:30 до 17:00. И нужно будет, я думаю, перед этим все-таки обратиться в студенческий городок. Либо на почту им написать, либо ВКонтакте в их официальную группу написать. Вопрос про обеденный перерыв. Ну, скорее всего, правильнее было бы назвать большая перемена, да? Да, сохраняется, поскольку завершение второй пары это 11:20, начало следующей, третьей пары это 12:20. Да, это перерыв, такая перемена будет. Первая смена с 8:00 у нас начинается. Вопрос от Дарьи. Значит, с 8:00 первая пара в первой смене. Так, ну и следует еще сказать, что будет действовать режим термометрии. Если показатель выше 37 градусов, это уже сигнал к тому, что студент отправляется домой для вызова соответствующего врача, оказания соответствующей помощи. Данный показатель записывается в журнал при входе. Это служит основанием того, чтобы ему на занятиях не ставить отсутствие. Это уважительная причина, согласно которой, значит, ну, дальше студент уже начинает свое лечение, и это считается уважительной причиной. Если симптомы чувствуются дома, то об этом нужно, значит, уведомить старосту, дальше связаться с деканатом, чтобы тоже мы были в курсе, что имеется уважительная причина по состоянию здоровья. Вопрос от студента. Здравствуйте. Если мы платили за общежитие в октябре на 2 месяца вперед, но нас закрыли на дистанционное обучение, то нам надо заново платить за февраль и март, или оплата сохраняется? Я уже отвечала на этот вопрос, повторюсь еще раз. Если вы оплачивали и потом ушли на дистанционное обучение, то в списке студентов с переплатой будут в дирекции студгородка, и ваша переплата будет перенесена на данное место проживания. Где можно снова активировать пропуск? Во втором корпусе 201 кабинет. В общежитии остается такой же режим работы, да, также, все так же будет. Точная информация по итоговой государственной аттестации тоже у нас будет скоро, потому что мы на нее вскоре выходим. В какой форме, в каком виде, какие будут требования и, в принципе, по неделям примерный график. Также мы с вами все это обговорим, вам предоставим информацию обязательно, потому что нужно знать и знать, к чему готовиться. Вот. Преподаватели старше 65 лет согласно общему режиму продолжают проводить занятия в ЛМС. Далее здесь по вашему вопросу можно сказать пока, что в общем режиме все это происходит. Так, вопрос по поводу флюорографии снова. Смотрите, если у вас справка действует, то есть срок действия справки по флюорографии у нас 1 год ровно. Если вы, например, при заселении в сентябре сдавали флюорографию, то она у вас еще действует до сентября этого года. Имейте это в виду. Если у вас нет, то нужно будет сдать еще раз. По поводу выхода на, значит, формат присутствия в корпусе 3-го курса, да, всего, и 4-го. Ну, вот здесь в вопросе педобразования, да, написано. Педобразование как не выпускной курс идет, я так понимаю. Значит, ну, как будет информация, мы вам сообщим обязательно. Скорее всего, уже где-то ближе, наверное, может быть, к марту, если будет информация, сообщим обязательно. Сообщим заранее, чтобы вы были готовы, знали к следующему формату работы, который нас будет ожидать. А если речь идет о 4-м курсе, значит, иностранный язык, профиль по выбору, где сейчас проходит практика, могу точно сказать, что после практики, а это 24-ю неделю, середина, когда она заканчивается, мы обратно же возвращаемся в дистанционный формат, продолжаем пары в дистанционном формате. Далее уже согласно распоряжениям и режиму, который нам будет предписан.
Здесь вопрос по поводу заселения снова. Марина Хазиева. 13-14 февраля, скорее всего, не заселяют. У городка выходные, суббота и воскресенье. Но лучше начать у них. Да, действительно, 13-14 февраля это у нас выходные, суббота и воскресенье. В эти дни, конечно, да, они их заселять не будут. Нужно обращаться в общежитие в рабочие дни с 8:30 до 17:00. Мгм. Далее, Анастасия совершенно верно, можно сослаться на журнал, но и также можно сослаться на деканат, потому что мы все эти данные, мы об этих всех данных будем в курсе, да, то есть с тем, чтобы это было засчитано как уважительная причина, да, для того, чтобы у вас не появился там пропуск. Обо всей этой ситуации мы будем в курсе, чтобы мы тоже могли подтвердить, почему такого-то студента нет на паре, по какой причине он отсутствует. График выдачи. Так, также еще студенты, смотрите, с 8 февраля будем, выходит? те, кто выходит у нас, это у нас второй курс и первый курс магистратуры, мы будем раздавать студентам масочки. Нужно будет подойти ко мне старостам. И мы старостам на всех раздадим маски. Хорошо? Подойдете? Мне кажется, вопрос больше нет. Так, ну и дальше, значит, по формату лекции, вот смотрите, есть у нас лекции поточного плана, да, по общепрофессиональным предметам. Некоторые из них останутся в дистанте, а некоторые по специальным предметам, по блоку специальных дисциплин у нас будут проходить в присутственном формате. Об этом мы в частном порядке сообщим, также это будет отражено в расписании, для того, чтобы можно было ориентироваться. Вот. Да, вопрос по 4 курсу. Шестидневка действительно первосменная с 8 утра. Вот. Здесь предложение, значит, по поводу того, чтобы остались на онлайн-формате. Так, ваши опасения понятны? Вот с вашим обращением работаю, действительно тут. Но режим шестидневки, действительно, 4 курс лингвистика. Далее, по поводу журналов посещаемости у нас. Они обычно ведутся тогда, когда пары и занятия происходят в присутственном формате, поэтому, уважаемые старосты групп, те, кто выходит на формат присутственного посещения, можно также подходить в деканат, брать журналы в начале дня и затем уже давать преподавателям на заполнение присутствие на паре и возвращать обратно уже в конце дня, когда у вас заканчиваются пары. В тот момент, когда занятия проходят в ЛМС, значит, явка студентов регистрируется системой, поэтому журнал мы не ведем. Но при возвращении к формату присутствия в учебном корпусе мы возвращаемся к заполнению журналов. Они находятся на тех же стойках, уже подписаны для вас, обозначены старосты, замстарост, поэтому можно будет ими обязательно начать пользоваться. Вопрос по поводу лекций у двух групп. Либо это будет аудитория, которая действительно по количеству студентов вмещает всех, да, участников лекции, либо это будет онлайн-формат в зависимости от предмета. В зависимости от предмета. Так, 4 курс лингвистика. Далее здесь вот опасения родителей. Мы их прекрасно понимаем. Так, здесь выражена мысль о подготовке к ВКР, которая эффективно и проходила бы в онлайн-формате. Ну, пока, значит, с этим вопросом мы работаем. Первый курс. Так, студент первого курса. Первому курсу тоже ордер нужен. Нет, первому курсу не нужен ордер, потому что вы уже его заполняли при заселении в августе, в конце августа. Поэтому вы берете то, что у вас есть.
все те документы. Так, в группу выложить, что нужно для заселения первого курса. Давайте я напомню, что нужно. Но вообще первый курс у нас уже заселился в сентябре месяце. Точнее, в конце августа, кто-то в начале сентября заселялся. Да у вас, в принципе, все документы там есть. Вам нужно будет связаться уже с студгородком, либо через почту, либо ВКонтакте им написать. Там в основном вся информация по заселению уже есть. А так вообще документы по заселению какие? Это договор найма жилого помещения, оригинал, паспорт, результат флюорографии, напоминаю еще раз, действует 1 год. Фото 4 штуки 3×4. Это для студентов 2-го курса. Ордер для студентов 2-го курса. Образец есть в посту в группе студгородка ВКонтакте. Заявление на койко-место также для студентов 2-го курса. Образец есть в посту в группе студгородка ВКонтакте. Ну и чек об оплате за проживание за месяц. Те, кто не оплачивал. Так. Далее по поводу точной даты о сообщении решения, да, значит, по 4-му курсу лингвистики. В принципе, здесь вот Лилия задает вопрос. В принципе, до 15 февраля это уже будет сообщено вам. По поводу начала первой пары. Первая пара, первая смена остается в 8:00. Этот порядок уже был в прошлом семестре, поэтому как общепринятый режим он у нас остается. У нас остается для всех первых курсов первой смены. Таким образом, первая пара в 8:00, затем далее вторая в 9:50. Ну и далее часовой перерыв, и 12:20 уже так же, как было и раньше. Евгения, на ваш вопрос уже письменно отвечали. У вас 4 пары в день. Если они начинаются в 9:50, значит заканчиваются они, соответственно, там, по тому моменту, когда заканчиваются 4 пары. 5 пар в день у вас нет, что являлось бы превышением нагрузки. 4 пары. Либо в 8:00, либо в 9:50. Эти оба начала пары относятся к первой смене. В зависимости от нагрузки преподавателей, в зависимости от дисциплин, которые проходят, и от блоков. Первая смена начинается в 8:00. Вот. Так, и вопрос от Евгении, там второй у нас, да, это в частном порядке. Также отвечали на ваш вопрос уже по электронной почте, что этот формат, в принципе, возможен. Вот по согласованию, значит, по согласованию и по рассмотрению там вашего расписания. Это, пожалуйста. Алира Малина. Угу. Когда оплата за 2-й семестр? Оплата по обучению, если Да, имеется в виду? наверное, по обучению. Обучение в начале семестра обычно проплачивается Да. согласно графику оплаты, который у вас прописан в договоре, который заключается через юридический отдел совместно с бухгалтерией. Вот. Обычно это начало семестра учебного. Если, значит, уважаемые родители, уважаемые студенты, есть вопросы, можете, пожалуйста, их писать нам. Если вопросы возникнут потом или после просмотра данной трансляции, всегда можно будет обратиться на мою электронную почту, ее все студенты знают, на электронную почту ИФОМ директорат, это официальная почта нашего института филологического образования и межкультурных коммуникаций. Далее по телефону можно обратиться на, значит, нашего директората, это 246 94 30. Да, мы ответим на все ваши вопросы, выйдем на связь. Вот. Далее вот вопрос от Дарьи: снизит ли оплату за обучение?
оплата остается прежней по договору у вас, согласно с тем договором, который заключали. Такой информации пока у нас нет, такая информация пока не поступала. Вот, поэтому по поводу часовой перемены вопрос от Зелии Хамитовой, ну это порядок общий. Это общий порядок, это не только на ИФОМке, это на всех факультетах так. Так, 4-й курс лингвистика, вопрос тут пожелание нам, да, отправляет. Пожелание отправляет, мы вас прекрасно понимаем. Пары будут проводиться в соответствии с количеством студентов в группе. Вот. По поводу физкультуры возвращаемся в тот формат, в котором проходили пары. Вот. По поводу информации, еще раз мы уточним, вам напишем в вашей группе. Вот. Ну, поскольку режим присутствия у нас, да, сейчас возобновляется на тех курсах, о которых я сказала в начале нашей встречи, то, конечно, здесь уточним. В целом он так и будет распространяться на все предметы. В принципе, вот данный предмет, о котором пишете, он у нас не исключение. По поводу Дания Гарифуллина, значит, ваш вопрос, да, по хроническим заболеваниям. В принципе, при наличии заявления, значит, с предоставлением медицинских справок, подтверждения, можно будет ваш вопрос рассмотреть и вынести по нему определенное решение. Вы можете в частном порядке написать на ИФОМ директорат, далее там рассмотрим, какой пакет документов у вас будет приложен. И выйдем с вами на связь, чтобы ваше решение вам озвучить. По поводу физкультуры уточним, в каком формате будут занятия ваши проходить. В зале или на улице обязательно вам напишем. По поводу Зариповой Арины, да, Арине нужно будет написать заявление, да, ей нужно будет написать заявление в электронном формате. Далее уже мы дадим ей все контакты, чтобы можно было эту сумму вернуть, поскольку официальный перевод на бюджет по приказу у нее был. Какие реквизиты туда нужно приложить, тоже мы это все ей сообщим. Здесь вот опять вопрос по оплате за общежитие. 5-й курс спрашивает. В сентябре, год назад оплачивали с сентября по июль. По июль, получается, 2021 года. Я правильно понимаю? Ну, тогда вам не нужно оплачивать. То есть вы подходите уже у дирекции студгородка, у них будет список, где есть переплата, то есть список студентов с переплатой. И если у вас какая-то переплата будет, уже в конце вам вернут эту переплату. А так вам сейчас, я думаю, оплачивать уже не нужно, если вы оплатили по июль. Надеюсь, ответила на вопрос ваш. Ну, лучше, конечно, здесь. Куда По поводу 3-го курса лингвистики, так же, как и 4-й курс педобразования, да, который у нас не выпускной. Информация по поводу марта месяца, да, вы здесь задаете вопрос. На данную секунду режим остается дистанционным. Как только будет, значит, распоряжение о дальнейшем режиме обучения на вашем курсе, мы вам сообщим его. Скорее всего, будет известно тоже где-то в течение февраля месяца, в начале марта. Обязательно сообщим вам. Как только вот мы сами будем знать, да, в зависимости от ситуации с ковид, какое будет положение, в зависимости от других факторов тоже. И еще 3-й курс лингвистика, если у нас с вами так получится, что в момент продолжения дистанционного обучения будет практика, которая проходит у нас там 2-недельная, да, с вами учебная начинается. Вот если режим дистанционного обучения продолжается, практику мы проходим дистанционно. Если переходим уже на формат присутствия в корпусе, то далее уже практика проходит в присутственном формате, учебная. Это будет выполнение заданий, составление словарей. Все вам объясним.
Тут вот нам спасибо говорят. Вам спасибо. Вы тоже будьте здоровы. Да, спасибо, уважаемые студенты, родители, за вопросы. Мы также желаем вам здоровья, желаем вам беречь себя. Главное, чтобы все было хорошо, чтобы мы всегда с вами находили согласие, вступали в диалог, чтобы вы обращались и звонили к нам на телефон в приемную, в директорат, и на почту обращались, и писали нам на электронные адреса. Так мы будем знать обратную реакцию, будем знать, чем помочь и в какой мере посодействовать тем проблемам или решению тем проблем, которые у вас возникают вообще к нам в целом, к вузу и к формату обучения. Ну, вопросы, в принципе, могут появиться после просмотров, да, которые можно будет нам задать также на электронную почту и по всем нашим контактам. Поэтому, уважаемые студенты, уважаемые родители, значит, мы всегда рады вам помочь, рады выйти с вами на контакт. Для тех курсов, которые у нас с 8 февраля выходят, мы всегда рады видеть их в наших аудиториях, рады реализовывать учебный процесс вместе с ними. Поэтому желаем вам здоровья и всегда готовы ответить на все ваши вопросы. До новых встреч! Спасибо большое всем. Всего доброго.